Альбина Касимханова, Дмитрий Каретко утром этой среды вместе с вами. Хорошего всем дня. Ну и напомним, это программа «Салям» на главном телеканале Республики. 26 июня в Республике пройдет уже традиционная гонка героев Урбан, где каждый сможет проверить себя на прочность. Анонсируем события вместе с нашим гостем. Эдуард Шафеев, генеральный директор гонки героев Уфа, с нами сегодня в студии. Доброе утро. Доброе утро. Эдуард, у вас даже вот эти морщинки, они такие геройские, слушайте. Да. Какие морщинки? Молодой, активный, такой весь энергичный. Можно подумать, там какой-то секрет молодости. Обрати внимание на Эдуарда и меня. У нас вот такие мимические морщинки. Они говорят, да, вот это харизма, это мощь, это героизм. Эдуард, мы вас поздравляем с тем, что впервые в этом году гонка героев будет проходить в Башкортостане. Давайте поговорим о том, что долго не было. И причины веские. И герои уже подустали ждать? Герои заждались, потому что в прошлом году мы не проводили ни одного мероприятия. И в этом году анонсировали 26 июня. Вот у нас состоится единственная гонка этого сезона. Единственная, хотя проводили правило, по 3 гонки в год мы делали. Да. И в разные сезоны, ну осень или в этих современных... Зимние версии есть, летние версии и осенью мы делали. Сейчас мы проводим одну летнюю гонку. В такую жару настоящую. Да. На выносливости и прочее. Зажгем еще больше. А вот в современных реалиях будет эта гонка чем-то отличаться? Ну вот такие большие требования сейчас во всех общественных местах, на всех мероприятиях. То есть вы проводите, а требования у вас какие есть? Да, то есть совсем недавно вышел указ президента, ограничивающий массовые скопления людей. И в частности коснулся это практически всех спортивных учреждений в республике. Но мы не попадаем под этот запрет, так как мы проводим мероприятия на открытом воздухе. И поэтому для посещения нашего мероприятия мы не требуем непосредственно справки о вакцинации, справки о наличии антителах. Но требования, которые непосредственно были всегда, то есть это маски, социальная дистанция на нашей трассе, при регистрации будут все соблюдены. Потому что у нас практически трасса будет размещаться, и фан-зона у нас огромная территория открытая, там порядка 40 гектаров. Мы сделали немножко, изменим регламент расписания старта, вот для того, чтобы не допустить массового скопления людей в зоне старта, в фан-зоне. Мы распределяем даже для болельщиков различные зоны активности в удаленном месте, и, соответственно, по времени тайминг будет совсем разный. Эдуард, ну вот смотрите, нам показывают фотокарточки, да, с гонки героев. Давайте в целом для тех, кто, может быть, не знаком с этим явлением, я понимаю, что таких людей мало, расскажем, что она себе представляет, это гонки героев, почему такое мощное название. Да, изначально вообще гонка героев — это федеральный проект, стартовал в Москве, ему уже 6 лет. По всей стране у нас порядка уже там свыше 6 миллионов участников. Вот. А если касаемо Башкирии, то есть такой новый формат, который стартовал в 2018 году, гонка героев Урбан. Этот формат, он отличается чем от большой гонки, потому что он располагается более компактно. Это вот на первой трассе у нас была трасса 3 километра, на ней расположены 27 препятствий. И это очень интересно именно в первую очередь для тех же самых болельщиков, потому что можно непосредственно стоять рядом с препятствиями и поддерживать своих участников, своих близких. Это очень зрелищно и очень смотрится. И мы уже буквально в 2019 году мы сделали еще новую трассу. То есть мы сделали 2 трассы, это 3 километра, и трасса 8, которые уже можно будет проходить. Это лесная часть, это озера, это поля. Более сложная, более сложная, да. Требующая определенной подготовки. А вот человек, у которых, может быть, нулевая спортивная подготовка, может зарегистрироваться, прийти и просто попробовать? Потому что по картинкам, по фотографиям, все очень красиво, так маняще, интересно. Но страшно, Эдуард, откровенно говоря. Вот мы видим сотни тысяч участников, которые приходят к нам на мероприятие с такими встревоженными глазами. Буквально уже через час мы видим вообще просто других людей. Они приходят с мыслью, что, скорее всего, через час меня увезут в реанимацию. Дело в том, что мы пропагандируем, у нас такой девиз, что на гонке героев сможет каждый. И, соответственно, люди, выходя из этой зоны комфорта, преодолевают свой страх, потому что командные забеги позволяют именно прочувствовать это чувство локтя, когда под руководством опытных инструкторов команды пробегают дистанцию. И самое, что интересно, у нас количество препятствий, они разной сложности, что человек... Он может попытаться пройти там сложные препятствия с помощью команды, может попробовать сам. То есть он получает полную кучу эмоций на финише, не чувствует себя ущемленным и чувствует себя настоящим героем. Все, кто придет, все будут героями, в общем. Однозначно. Нас так и называют производители героев. Хорошо, Эдуард. Но для того, чтобы мы, конечно, видели некоторые фотографии, самое сложное задание, которое есть в рамках гонки героев. Что-то переплыть вброд белую?
Ну, если выделить топ-3, да, конечно, топ-3, да. Самое первое сложное препятствие – это пройти регистрацию на гонку. То есть это надо... Бюрократия, да? Это надо решиться. Нет, это надо решиться, зайти на сайт Лиги Героев. Все, как говорится. Потом переходим уже к спортивным препятствиям, да, то есть это у нас рампа есть, сложное препятствие. Что это такое? Это рампа, это конструкция, на которой нужно с разбегу забежать и схватиться за короткий канат и подняться наверх. Вот. Это что такое армейское, да? Ну, да, такое. Это вот как ниндзя, вот проекты видели, многие знают. И одно из сложных препятствий – это прыжок в бездну, оно финальное. Оно практически стоит все перед финишем. И на что прыгаем? Это нужно прыгнуть 2 уровня высоты, там есть 2,5 метра и почти 4 метра. Это прыгнуть в воду, где глубина котлована 4 метра. И проплыть и выйти уже. Еще вынырнуть при этом. Да. Слушай, ну, да. Я плавать не умею, то есть вот этот этап я, скорее всего, не прошел бы. Этот этап позволяет пройти, потому что мы привлекаем и сотрудников МЧС, и наши инструктора. На всякий случай на дне дежурят водолазы. Да. Которые отталкивают снизу. До такого у нас никогда не доходило, потому что это финальное препятствие, и участник уже настолько заряжен, они сами не верят, как они его проходят. Ну, там на адреналине чисто уже, да? Хорошо, Но Эдуард. зарегистрироваться еще можно, вы еще заявки принимаете. Совершенно верно. Мы принимаем заявки вплоть до 25 июня, до 24. Ну время еще есть, можно собраться силами и подготовиться к тебе, например. Работу, Альбин Фаритовна, не могу, извини, пожалуйста. Кстати, для тех, кто не знает, где это все проходит, и, может быть, желает посмотреть, куда ехать? Это Уфимский район, деревня Николаевка, буквально 20 километров от Уфы. У нас в соцсетях будет анонсироваться схема проезда, расписание трансферов, которые будут ходить с Южного автовокзала в день мероприятия. Даже транспорт. Даже да? будет, да. Отлично. Эдуард, вам огромное спасибо. Пожелаем вам удачно провести гонку героев, чтобы в следующем году их было 3, а то и 4, да? И героев стало больше. Героев стало больше.